Здравствуйте, меня зовут Мария, в прошлом я Гузеля, потому что по национальности я татарочка, а как все татары и башкиры мы представляем, что это мусульмане. Я тоже из мусульманского рода, мой дед мулла, покрестилась я 1,5 года назад и очень довольная была, а привела эта история, одна история привела меня к православию. Это было 12 лет назад. Мой муж принес книжечку «Очисти поле от паразитов и тело». Мы тройчатку пропили хорошо все, тело почистили от паразитов и начали чистить поле. Это было сложнее, потому что там надо было заниматься медитацией. Это надо было слушать музыку, расслабляться. И вот, помедитировали мы 1 раз, 2 раз, на 3-й раз муж у меня с такими страшными, ты очнулся такой и говорит: все, я не буду больше делать. Я говорю: а почему? Он говорит: меня, говорит, в духе занесло под землю, и там на надгробиях, как будто в земле, на надгробиях маленькие лица такие злые человечки смеются. Он говорит: я больше так не буду делать. А я думаю: нет, я уж поле почистю. Я думала, что так чистится поле, наивное. И думаю, я доведу до конца. Мой муж к этому уже участие не стал принимать. Я поставила рядом с собой собаку здоровую. У меня был мастиф неаполитанский. И я его поставила и начала продолжать медитацию дальше. Ну, все нормально промедитировала. Наступил вечер. Мой муж лег спать. Это было где-то 12 часов ночи. И у меня грудной ребенок маленький. Я его покормила. Шторки раздвинула, потому что свет от фонаря, электрический столб вот этот вот, да, фонарный, уличный, он освещал как раз всю комнату, и было все видно хорошо. Я ребеночка уложила спать, и сама легла, сама спать не хочу, вроде как легла на живот. И вижу, как из-под кроватки моего ребеночка выбегает бес. Черный, кругленький такой, весь ершистый, и залазит мне на спину. Он на спину мне залазит, и я от страха цепенею, и ничего не могу, думаю, что такое. И он говорит мне мужа голосом. А я-то вижу, что у меня муж рядом, я его ощущаю и локтем, и слышу, как он сопит, как он дышит спокойно. И я ему говорю: иди отсюда. И он понимает, что я уже поняла, кто он. Он мне начинает своим голосом уже говорить такой: чего, Гузеля, медитируешь? Давай помогу. Этот голос я вам даже передать не могу, он был намного страшнее и хуже. Это такой был голос, что вот у меня мурашки до сих пор по телу идут, когда я вот вспоминаю даже этот голос. И он мне начал что-то делать на спине, и в этот момент я перестаю все видеть вообще, как будто мне вот глаза закрыли полностью. И я начинаю молиться на арабском, потому что у меня дед мулла, и он научил нас единственному, что арабские молитвы. В мечеть мы не ходили, намаз мы не читали, вот такие вот считались мы мусульмане. И я начала на арабском читать, а он сидит на моей спине и смеется. Он смеется и мне продолжает делать вот это вот, что-то делать, и что-то так сильно больно. И в этот момент мне кто-то в ухо говорит: скажи: Господи Иисусе, Сыне Божий, Господи Иисусе, храни меня. Вот. Он сказал 4 слова: скажи: Господи Иисусе, храни меня. Я в то время даже не могла представить, что такое, как вот Господи Иисусе, храни меня. Ну, такая была жуть страшная. И я сказала: Господи Иисусе, храни меня. И все. И в этот момент его кто-то взял как за шкирку, и его отшвырнули на противоположную сторону. Я повернулась, смотрю, лежу, он висит в углу. Я смотрю на него, и мужа своего толкаю локтем и говорю: Рустам, я говорю, я боюсь, мне страшно, здесь бес. На что он мне сказал: Гузель, я сам боюсь, спи давай. Поэтому вот вам никто не поможет, как если вот вы не попросите Бога о помощи. И вот после этого случая я проснулась, конечно, на следующий день в ужасе, что у меня такая же ночь еще предстоит. Если такая будет ночь, я вообще не знаю, что будет. Я начала всех расспрашивать, все крутили возле виска. Никто не понимал. Камнями закидать беса, я понимаю, что это вообще глупо, как написано в книжках некоторых. И я поехала и начала спрашивать. В православии мне сказали, что вот возьми иконку, помолись, и тебе бы покреститься не помешало. Для меня это было: какой покреститься? Я осуждала людей, которые были татарами, крещенными, а у меня их было рядом немало. И я их сама осуждала, у меня даже злость была такая. Я думаю, как вот татары, как они могли предать веру, как они покрестились вообще. Я вообще не понимала об этом. И еще у меня была очень сильно невралгия, очень сильно. У меня так болело внутри все.
И мне выписывали таблетки, лекарства, мне там что только не выписывали в больнице, потому что у меня работа очень напряженная, и мне ничего не помогало. И вот я забежала вперед, конечно, когда я покрестилась, я пришла на исповедь. Я пришла на исповедь первый раз, мне сказали: ты, Гузеля, напиши на бумажке все свои грехи и отдашь батюшке. Я сделала так, я же не знаю, что он читает в этот момент. И думаю, что-то легко как-то вот грехи я написала, сдала, и вот якобы с ними я снялось. Нет, думаю, что-то не подошло. Второй раз пришла так же. Третий раз я уже посмотрела, что я там написала, и уже говорила вслух батюшке. Меня это очень, конечно, тронуло, и у меня даже, ну, как вот душевное какое-то вот выплакаться даже хотелось, вот выплакалась, и у меня невралгия прошла. И я вот после этого поняла, что слово невралгия вот это, да, это не невралгия, это вот грехи наши, да, вот, они как-то вот сидят у нас в душе и нас вот тянут, нас мучают. И пока ты вот это все не покаешься в грехах, да, и не постараешься их не совершать, они не отпустят тебя. Забежал вперед, да. После того, как это все прошло, я очень долго думала, читала. Думаю, почему вот Господи Иисусе, храни меня, эти слова, и вот так подействовали на этого беса. Медитацией я больше не занималась абсолютно, потому что я поняла, что это вообще нельзя этого делать, заниматься. И вот, я покрестилась 1,5 года назад. У меня очень много друзей покрестились. У каждого своя история интересная, конечно, но не будем об этом заходить, забегать. После крещения, в первый же день, ко мне приснился парень такой высокий, черненький, и с удавкой в руках. И он ее так теребит такой, и смотрит на меня такой, мол, ты попадешься. А я стою маленькая такая перед ним и говорю: а я тебя не боюсь. Я под покрывалом Иисуса Христа. Вот такое сказать, когда я проснулась, я подумала, как я могла вообще даже такое ответить. Ладно, это еще на следующий день ко мне приходит опять во сне свекор мой. Он голубоглазый, мужчина такой крепкий, здоровый. Он ко мне очень часто приходил, он умер давно-давно. И он приходит и сквозь зубы мне такой смотрит на меня, а глазки уже не голубые, а такие маленькие, черные. И смотрит на меня такой, говорит: Гузеля, зря ты покрестилась. И я еще не успела проснуться, как поняла, что слава Богу, что я покрестилась. Надо же, меня Бог пожалел и привел в православие. И еще после крещения 2 месяца у меня дома ночью я просыпалась от того, что я читала «Отче наш», потому что дома творилось такое. За меня, грешницу, наверное, боролись ой-ой-ой как сильно. Потому что без мата я не разговаривала. Уже с 15 лет я матом не то что разговаривала, ну да, разговаривала. Я даже не понимала, не думала, что рабочие, например, без мата понять что-то могут. Мат у меня был как здрасте. И раньше тоже думала: а что я грешная? Я не грешная, я как все, я никого не убила, я не украла ничего. Наивная. И когда я уже начала читать вот книжки, как и что грехами считается, что мы постоянно вот ходим по улице, даже мысленно уже кого-то осудила, это уже грех. И себя уже начинаешь контролировать. От мата вот я уже отучаюсь 1,5 года. И получается, слава Богу, с Божьей помощью уже матерюсь. Хочу промолвить, но уже вслух это не произносится. И вот за меня грешницу вот такие были ночью. У меня даже спать ни дети не могли, ни муж понимали, что вот что-то творится дома такое плотное. Он резко вставал, и у меня вот где иконы стоят, он резко вставал, шел к иконам и вытаскивал. Иконы не мог, кстати, тронуть, да, а вот вытаскивал все вещи сверху, у меня там платки были. И когда я вставала резко и говорила, я говорю: что тебе здесь надо? Он говорит: я в туалет пошел. Я говорю: у меня здесь туалет, что ли? Разворачивала его, и он ушел в туалет. И потом через минуту я его спрашивала, я говорю: что ты делала вообще? Он говорит: ничего не делал, я в туалет пошел. Я говорю: как? Я говорю: вот, ты только у меня был возле икон, и только вытаскивал. Он говорит: ну не было такого. Вот до такой степени творилось дома, даже описать невозможно. У меня есть подружка, подружка у меня с детства, еще мы за одной партой школьной вместе сидели. Когда у нее мама ушла в монастырь, мы ее так все тоже осудили, как она могла бросить 2 детей, 2 девочек и уйти в монастырь.
Но со временем моя подружка приезжает и говорит, вот мы там были у владыки Владимира, советовали с ним, и он там что-то это посоветовал, как поступить, там вот это посоветовал. Я думаю, ну надо же, такие были мудрые советы, настолько мудрые. И вот один совет как раз она когда приехала, и она его не сделала. Они подумали, посчитали, что как вот, ну вот как ребенка оставить и не повезти в больницу, да, и не прооперировать ему глаз, вот как? Вот владыка сказал ему там, не надо, еще хуже будет. Но они думали, ну как ребенка оставить? Они поехали в больницу, прооперировали. И вот и то, что они его ослушались, ничего хорошего не вышло. Все равно глаз потеряли, еще хуже.